Здравствуйте! В эфире радио «Азаттык». Это программа «Бездена Дюйне» в пражской студии Айнура Рекшехзе. Переполненные больницы, нехватка врачей и лекарств, попытки скрыть статистику погибших от коронавируса, закрытые границы, мигранты, возвращающиеся из России, рост цен и экономический кризис. Какие проблемы вскрыла пандемия? С какими трудностями столкнулись наши страны? Протесты в Туркменистане, межэтнический конфликт в Казахстане, президентские выборы в Таджикистане, техногенное бедствие на Сардабинском водохранилище. Какие другие события произошли в регионе? О чем мы рассказывали в течение года нашим слушателям и зрителям? Итак, итоги года мы подведем с нашими коллегами из центральноазиатских редакций нашего радио. В программе принимает участие Гузель Худайбердиева, журналист туркменской редакции, Айгерим Толеухан из казахского сервиса, узбекскую редакцию представляет Лазис Омилов, наша таджикская коллега Хирамон Бакозада. Ребята, всем большое спасибо. 2020 год прошел под знаком пандемии. В Центральной Азии к середине декабря общее число инфицированных составило около 312 тысяч человек. Большинство вылечились, 4169 человек умерли от ковид. Это только официальная статистика, в которую не включен Туркменистан, поскольку коронавируса, по словам властей, в стране нет. Итак, Гузель, Туркменистан все еще остается единственной или чуть ли не единственной страной в мире, где нет ковид? В Туркменистане официально коронавируса по-прежнему нет. Власти страны настаивают на его отсутствии. В это время мы видим, что больницы переполнены, многие лечебные заведения отказываются принимать пациентов, прекращают прием пациентов систематически в связи с тем, что там просто нет мест. И подавляющее большинство пациентов – это люди с симптомами коронавируса. Как сообщают наши корреспонденты, ежедневно десятки людей заболевают и обращаются в лечебные заведения Туркменистана с подобными симптомами. Их тестируют. По словам врачей, беседовавших с нашими корреспондентами анонимно, тесты проводят, но результаты тестов не обнародуют и зачастую не регистрируют. То есть, если это пожилые люди, им ставят всевозможные другие диагнозы. Если это молодые, то ставят диагноз пневмония. Среди заболевших очень много врачей. И в то же время нужно отметить, что увеличилось количество умирающих, очень много захоронений, много новых свежих могил, очень много готовят, могильщики работают просто в авральном режиме. В авральном режиме работают медицинские заведения. Власти страны по-прежнему заявляют, что коронавируса нет. А с чем это связано? Почему скрывают? Я помню, как-то в начале пандемии была информация о том, что слово «коронавирус» оно чуть ли не запрещено. Оно запрещено до сих пор, и врачам, и медперсоналу запрещают говорить о коронавирусе, и люди между собой особо стараются не произносить этого слова. Действительно, слово «коронавирус» запрещено. Почему? Это остается загадкой, но по мнению многих наблюдателей, многие связывают это с тем, что президент Туркменистана, бывший министр здравоохранения, который возглавлял эту сферу около 15 лет, он просто не может себе позволить, не может признать, что в стране могут быть какие-то заболевания. Это касается не только коронавируса, а то же самое со СПИДом, с туберкулезом, с желтухой, с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Статистики по заболеваемости в Туркменистане тоже нет. Возможно, статистика ведется, но ее не публикуют. Так что мы можем только догадываться, почему туркменские власти до сих пор не признают наличие этого заболевания. Еще такой забавный момент, что в Туркменистане одним из средств против коронавируса с самого начала пандемии это была гармала или могильник, как его называют в простонародье. Этим окуривают, до сих пор окуривают и на базарах, и перед магазинами, и в школах, в учебных заведениях, на госпредприятиях. Но это была инициатива президента Туркменистана окуривать этой гармалой. Также он пропагандировал
саксаул и лапшу с перцем. Интересно. Спасибо, Гузель. В принципе, проблемы, которые вскрыла пандемия, схожи во всех наших странах. Одна из них – это состояние системы здравоохранения, особенно обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты, вследствие чего, особенно в начале пандемии, много медработников заразились вирусом. И вот, кстати, недавно казахстанские власти отменили медикам компенсацию в случае заражения коронавирусом при исполнении своих обязанностей, то есть на работе. Эти случаи будут рассматриваться как ЧП. Айгерим, Казахстан, вот, пожалуй, в экономическом плане самая благополучная страна в регионе, но и она оказалась не готова к пандемии. Это так? Определенно так, потому что, это, наверное, все страны испытывают с этим проблемы. В начале, когда только у нас появились первые случаи заражения коронавирусом, тоже всю страну закрыли, у нас было относительно мало случаев коронавируса. Но потом, когда власти ослабили карантинные меры, И вот в период с мая, наверное, по июль-август у нас была прям такая сильная эпидемия. Я и сама даже переболела в июле коронавирусом. У нас не хватало в аптеке лекарств таких обычных, как парацетамол, как аспирин. Не было антибиотиков, которые врачи назначали, чтобы лечить пневмонию, так сказать. Ну и у нас еще был такой знаменитый случай неизвестной вирусной, так сказать, пневмонии, которую посольство Китая распространило, что вот в Казахстане новая неизвестная пневмония. Но все-таки большинство экспертов склоняется во мнению, что это все-таки коронавирус, который не может тест ПЦР показать. Вот у нас были такие события летом. Если говорить о компенсации, то да, действительно, Казахстан одна из немногих стран, которая дала компенсацию и медикам, и обычным жителям, которые потеряли работу из-за карантинных ограничений. Но, конечно же, этой помощи было недостаточно. Это была минимальная заработная плата 42 500 тенге, что около $100 в месяц. И не все получили ее, потому что там нужно было много документов заполнять, и иногда отказывали и не объясняли причины. Вот. И в целом, да, у нас было много таких разных проблем, но если говорить по такой общей картине, все равно чувствовалось, что есть хоть какая-то, но поддержка государства. Очень много проблем из-за пандемии, да, экономических проблем, проблем со здоровьем. Очень многие потеряли своих близких, и особенно те, у кого есть врачи в семье, да. И чтобы об этих людях не забыть, несколько независимых СМИ, кстати, включая радио Азаттык, тоже создали сайт umutpa.kz, где публикуется список всех погибших от коронавируса, медработников, обычных людей. И да, и это, так сказать, такая гражданская инициатива, самоорганизация, которую власти из-за того, что они хотели как-то, наверное, статистику приукрасить или же показать ее как-то более, так сказать, не искажая чуть-чуть реальную картину, но вот гражданское общество и журналисты решили оставить в истории такой след с помощью такого проекта. И было очень много разных других проектов, когда вот, так сказать, то, что власти не смогли предоставить людям, сами люди себе предоставили. Вот та же самая нехватка лекарств в аптеках, было несколько сайтов, которые создали волонтеры, и они там обменивались контактами, у кого остались какие лекарства, они друг другу писали, звонили бесплатно, лекарства отдавали, доставляли на такси. Так что, думаю, это очень такая хорошая инициатива со стороны людей в Казахстане была. Да, в Кыргызстане тоже во время пандемии, конечно, отличились волонтеры. Спасибо, Айгерим. Вместе с этим, надо сказать, и о сотрудничестве в регионе в период пандемии. Казахстан и Узбекистан, например, посылали гуманитарную помощь в Кыргызстан. В частности, Ташкент отправил несколько кислородных концентраторов, лекарств, медицинские перчатки и так далее. И помог построить инфекционную больницу в Баткине. Лазиз, а как страна сама пережила пандемию и с какими трудностями столкнулись жители Узбекистана?
Спасибо. Ну, на данный момент по официальной статистике в Узбекистане чуть более 75,5 тысяч заболевших, хотя ситуация со статистикой тоже, скажем так, оставляет желать лучшего, потому что так же, как и мы видели в России, к примеру, в Узбекистане заболевших и умирающих от пневмонии, но тесты которых не показали положительный результат ковид, не включаются в официальную статистику заболевших и умирающих. В результате статистика автоматически становится намного меньше, то есть показатели заболевших на каждые 100 тысяч автоматически становятся в разы меньше, в отличие от соседних стран. На данный момент, несмотря на то, что идет пик пандемии, Министерство здравоохранения перестало давать официальные данные. Спецбольницы, которых было более 200, если я не ошибаюсь, начали закрывать, то есть их консервируют, скажем так. Правительство утверждает, что если вторая волна вернется в Узбекистан, то их вновь быстро откроют. Вот. Но проблема больше заключается в другом. Это был очень сильный удар по экономике Узбекистана. И для экономики Узбекистана ковид стал причиной ухудшения по двум векторам. Об этих векторах риска говорили с самого начала. Первый – это, значит, спад деловой активности внутри страны, а второй – это замедление мировой экономики, и в особенности экономик стран, с которыми Узбекистан находится в тесных экономических связях. Ну, понятно, что вынужденные меры для уменьшения распространения вируса, такие как закрытие общественных мест, отмена мероприятий, закрытие университетов, школ, они оправданы и своевременны. Но надо понимать, что такие меры тоже сказываются на экономике. В результате замедления деловой активности доходы людей, естественно, пострадали. Самые уязвимые группы людей во время такого кризиса – это люди, которые работают на сдельную оплату или малообеспеченная прослойка населения, у которых нет сбережений. Такие работники, конечно, были самыми уязвимыми, получили, скажем так, удар по своей социальной жизни с самого начала. Вот. В формальном секторе экономики Узбекистана трудится всего чуть более 5,5 миллионов человек из общей численности трудовых ресурсов, который составляет 19 миллионов. То есть большинство людей в Узбекистане не трудоустроены в формальном секторе и являются потенциально очень уязвимыми к любым родам вот таких, к внешним факторам. Да? И еще, вот Лазиз, ты сказала про образование, да, это тоже большая проблема, дистанционное обучение, не у всех есть интернет, не у всех есть гаджеты и так далее, да, это отдельная тема образования. Я еще хочу сказать здесь про мигрантов, вот по информации РИА Новости от 16 декабря, в России в 2020 году из-за пандемии коронавируса число мигрантов снизилось почти в 2 раза. Сейчас в стране осталось 6,3 миллиона мигрантов, обычно их от 9 до 11 миллионов человек. Среди тех, кто вынужден был выехать из России, есть кыргызские, узбекские, таджикские мигранты. И вот, Хирамон, как сказалось это на экономике, эта проблема, да, и на росте безработицы и так далее? На самом деле это одна из самых, наверное, болезненных аспектов для экономики Таджикистана и для очень многих семей. Где-то летом мы озвучивали цифру, когда президент Рахмон обращался в международные институты, он говорил о том, что доходы мигрантов сократились за полгода, за время пандемии на 50%. В то же время есть такая статистика от Национального банка, где говорится о 15%, но даже если это 15%, это Таджикистана, потому что Таджикистан очень сильно зависит от вкладов мигрантов, и поэтому доходы от мигрантов и судьбы мигрантов, это была как бы отдельная такая красная строка во время пандемии. Очень много людей были вынуждены застрять в России. Или наоборот, большая часть осталась на территории Таджикистана. Наши телефоны на радио Зоди разрываются буквально каждый день. К нам очень много обращений отовсюду. И из России, и из Таджикистана с главным вопросом, когда же все-таки наладятся рейсы. На самом деле семьи мигрантов, которые зависят лишь от доходов своих родных, работающих в России, они, конечно, заметно снизились. И очень много женщин с детьми, они находятся в бедственном положении, о чем они все время говорят.
И, конечно, мы столкнулись с очень новой такой для нас проблемой. Это когда мы освещали еще где-то с мая проблему мигрантов, которые скопились на границе. И одним из главных таких транзитных пунктов, куда в надежде вернуться в Таджикистан собирались сотнями граждане как Таджикистана, так и Узбекистана и Кыргызстана, это были казахские границы с Узбекистаном, пост Жбек-Жоли. Я знаю, что очень многие наши коллеги освещали. Это большой вклад для того, чтобы вернуть этих людей, застревавших на несколько дней там в жару, а сейчас уже в холод, сыграла Международная организация по миграции. Небом, да. Но я хочу здесь подчеркнуть один момент. Все-таки пандемия, она в какой-то мере объединила одной болью эти страны. И, допустим, вот в данном конкретном случае с возвратом мигрантов мы были свидетелями сотрудничества правительств этих стран. Это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан, когда они, допустим, под эгидой Международной организации по миграции, они организовывали выездные рейсы на автобусах этих трудовых мигрантов, допустим, из Казахстана через территорию Узбекистана, потому что Узбекистан на уровне Министерства иностранных дел давал разрешение особое. Их доставляли в Кыргызстан или в Таджикистан. И я знаю одну цифру, это когда представитель Министерства внутренних дел Казахстана выступал, он говорил, что где-то 2000 человек как минимум таким путем были доставлены там всего за 4 месяца, что ли. В общем, вот такая еще пандемия в вопросах миграции, она просто способствовала тому, что произошли какие-то новые проблемы, которые никто раньше не ожидал. Спасибо, Хирамон. Я еще хочу просто добавить, Айгерим говорила о том, что они ввели, у них был свой проект, вернее, как по подсчету, скажем, жертв пандемии. Я знаю, что такую же статистику вела таджикская редакция и редакция «Радио Азатык», киргизская редакция. О чем еще, кроме пандемии, стоит напомнить, подводя итоги года? Какие заметные события произошли в 2020 году? Об этом далее в нашей программе. Что происходит в мире, расскажет Азатык. Свежие новости, прямые эфиры, фото и видео. Установите приложение на русском и кыргызском языке. Последняя и объективная информация в вашем смартфоне. Думаю, вы, коллеги, согласитесь, что главное политическое событие в регионе произошло у нас, в Кыргызстане. После парламентских выборов 4 октября вспыхнули акции протеста, вследствие чего президент вынужден был уйти в отставку. Сменилась власть, и в результате на 10 января назначены выборы президента и референдум, на котором кыргызстанцам будет предложено высказаться в пользу парламентской или президентской системы. А вот буквально через неделю после выборов в Кыргызстане, в Таджикистане прошли президентские выборы. Хирамон, чем они отличились от предыдущих, если отличались, вернее, и какие-то тенденции были заметны, новые? В 2020 году в Таджикистане на самом деле прошли два больших события с политической точки зрения. Это парламентские выборы в марте и в октябре. За месяц до того, как написано по Конституции, в Таджикистане прошли выборы президента. Результат выборов таков, что в парламент прошли проправительственные силы, и последний раз выборы в парламент в 2015 году очень были значимыми, когда ни одной реально оппозиционной партии не вошло в парламент. Такая же ситуация повторилась и сейчас, и это закрепило провластные силы в парламенте. И результатом в итоге стало то, что сын президента Эмомали Рахмона Рустам Эмомали, он возглавил Верхнюю палату таджикского парламента, став в реальности вторым человеком в стране. Если что-то случится, то Рустам Эмомали будет иметь право руководить страной. Президентские выборы, в отличие от Кыргызстана, прошли, если можно использовать это слово, спокойно, стабильно. Они, как отмечали очень многие эксперты, были и предсказуемыми результаты, и никаких эксцессов, ничего не было замечено. Мы пока не знаем глобальных выводов экспертов ОБСЕ, которые в этот раз, в отличие от других выборов, они просто решили не присылать в Таджикистан. Но это связано с пандемией было? Нет, это все-таки было связано с тем, что они понимали, что не имеет смысла.
Гузель, в 2020 году мы стали свидетелями протестных акций в Туркменистане и за пределами страны. Активисты выходили в Стамбуле, на Кипре, в Вашингтоне. О чем это говорит? Люди действительно перестали бояться. Ведь даже те, кто живет за пределами Туркменистана, они обычно боятся за своих близких, которые в стране находятся. Да, Инура, в этом году мы стали свидетелями беспрецедентной активности туркменского общества. Естественно, как многие говорят, это только такая зачаточная гражданская активность. Но, тем не менее, мы видим за рубежом, в различных странах, и в США, в Турции, на Северном Кипре, проходят акции протеста местных активистов, туркменских активистов, туркменистанцев, проживающих там. Также можно видеть, что в стране люди собираются, то есть возник новый коллективный способ выражения недовольства населением. Люди собираются, обращаются в местную администрацию, иногда добиваются чего-то, например, добиваются возобновления продажи муки, хлеба, либо же начало работы, возобновления работы торговых точек. Здесь очень важно отметить, что в уходящем году еще больше обострились экономические и социальные проблемы в Туркменистане. Мы знаем, что в последние более чем 3 года уже люди сталкиваются с дефицитом продовольствия, с нехваткой наличности, с различными трудностями, ограничениями в банковской сфере, не имеют возможности снимать деньги за рубежом, не имеют возможности снимать наличные деньги внутри страны, не могут оплачивать карточками пластиковыми, не могут покупать продукты. Тысячи людей собираются в очередях перед магазинами, перед банкоматами. То есть это уже стало обыденностью, возникают ссоры, драки. То есть в течение 3 лет люди жили в состоянии кризиса экономического. Но в течение последнего года все это обострилось, казалось бы, дальше некуда, но тем не менее мы видели и коронавирусные ограничения обострили все эти проблемы, потому что очень много людей лишились заработка. Так что все эти протесты, в принципе, возникновение протестов совпало со стихийными бедствиями в Туркменистане. В результате разрушительного урагана пострадали 2 региона, сотни семей остались без крова. Мы не знаем точных данных, но по меньшей мере это сотни семей. И многие из них до сих пор живут в лачугах или ютятся у своих родственников. То есть ситуация плачевная, и многие туркменистанцы объединились. Да, мы стали свидетелями такой активности, и эта активность растет, несмотря на преследование активистов и их семей. Десятки людей подвергаются гонениям, арестам, допросам. Эта тенденция продолжается и не может не огорчать происходящее в Туркменистане. Правозащитники призывают международное сообщество обратить на это внимание. Спасибо, Гузель. В начале года, 8 февраля, произошел межэтнический конфликт в Кардайском районе Джамбульской области между казахами и дунганами. Айгерим, можешь нам рассказать, напомнить нам подробнее, и что стало? По-моему, уже вышел приговор, если я не ошибаюсь. Вообще история очень еще запутанная. Есть много разных версий. Официальная версия казахов, версия дунган. Но в целом то, что мы знаем, это то, что в ночь с 7 на 8 февраля произошли столкновения между казахами и дунганами в нескольких селах Кардайского района Жамбылской области. Еще не до конца понятно, что стало триггером этого инцидента, но сейчас мы знаем, что вышло где-то 60 обвиняемых, и из них приговор вынесен 7, и из этих 7 человек 4 приговор изменили с реального срока на условный срок, то есть 3 еще остаются под стражей. Во время этого инцидента мы знаем, что, к сожалению, очень много дунган бежали просто из Казахстана в территорию соседнего Кыргызстана, опасаясь за свои жизни, потому что
дома там сжигали, машины, и считается, что это одно из самых кровопролитных событий в истории новейшего Казахстана. И оно раскрыло, опять-таки, замалчиваемую проблему, которую официально власти предпочитают не говорить открыто. Когда происходят такого рода конфликты, обычно говорят, что это бытовой конфликт, но стараются не говорить слово «межэтнический». Но в этот раз думаю, что власти все-таки сказали это слово и постарались как-то утихомирить людей, но все же до сих пор общественность не так хорошо осведомлена, что сейчас происходит со всеми этими приговорами, кого привлекли к ответственности, кого нет, вернулись ли, сколько дунган вообще вернулось обратно в Казахстан, что сейчас происходит с ними. Это, так сказать, это событие стало триггером для открытого, откровенного диалога, что не устраивает в стране, в том числе языковой вопрос, потому что у нас тоже очень много проблем с этим. Даже Токаев, кажется, сказал, что вот тунганам нужно бы учить казахский язык, так сказать, после этих событий. В общем, это такое событие, которое еще думаю... О котором мы, наверное, будем говорить еще и в следующем году тоже. Спасибо, Айгерим. Вот Гузель говорила о стихийном бедствии, которые в 2-3 областях Туркмении произошли. А вот в мае мы стали свидетелями техногенной катастрофы на Сардабинском водохранилище, когда прорыв дамбы этот произошел 1 мая, и в Узбекистане погибли 6 человек, это по официальным данным, около 70 тысяч человек покинули жилище, вода дошла до приграничных казахстанских сел, были эвакуированы там десятки тысяч жителей, были затоплены тысячи домов. Лазис, прокуратура предъявила обвинения или просто были арестованы. Чем вообще закончилось это дело? Спасибо, Айнура. Ты правильно отметила, в Узбекистане за 2020 год, наверное, самым ярким, в кавычках, событием была Сардабинская техногенная катастрофа. Необходимо также отметить, что это самая большая техногенная катастрофа, которая случалась в истории Узбекистана. В результате прорыва дамбы в Сардаринской области, в Сардобе, были потоплены земли как минимум в 3 районах Узбекистана, и, как ты отметила, также в соседнем Казахстане. По официальным данным, 5000 домов пострадали, были эвакуированы более 100 тысяч человек. Власти сначала выдвинули версию изначально, что причиной всему оказались ветер и дождь. Потом также были версии, то есть правоохранительные органы изучали версии, что дамба, само строение дамбы пострадали из-за того, что вот хищные рыбы водились в этом водоеме, и вот они подгрызли, или там бобры что-то подгрызли, то есть образовалась дыра в дамбе. Но потом все-таки признали, что это была катастрофа технического характера. Генеральная прокуратура открыла уголовные дела по статьям о должностной халатности, о нарушении правил безопасности. Но многие представители общественности, в том числе местные СМИ и блогеры, сомневаются в том, что настоящие виновники этой катастрофы понесут наказание. Многие пострадавшие до сих пор живут в местах временного проживания и возмущаются тем, что государство не оплачивает должную равнозначную компенсацию. Семьи в Узбекистане большие, в Сардобе семьи большие, у них участки свои, да, частные, и они лишаются крова, дома, и взамен там семье из 7-10 людей дают двухкомнатную квартиру. Помещайтесь как хотите. Да, мы не успели, к сожалению, поговорить о том, что нас ожидает в 2021 году. Хочу только сказать, что в следующем году все наши республики будут отмечать 30-летие независимости. В 3 странах, это Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, ожидаются выборы. Ну что ж, спасибо вам большое всем. Я хочу напомнить, что это в нашей программе приняли участие Гузель Худайбердиева, журналист туркменской редакции, Айгерим Толеухан из казахского сервиса. Узбекскую редакцию представлял Лазис Омилов и
коллега Хирамон Бакозада была со мной рядом в студии. Спасибо вам большое. Всего доброго, процветания и счастья, мира нашим всем странам, чтобы 2021 год был удачным и счастливым для нас всех. Это была программа «Безджана Дюйне» из пражской студии. С вами прощается Айнура Джекшихзе. Всего доброго и до свидания.